Судово-портретна експертиза часто використовується при оперативно-пошукових мероприємствах, при усталюванні зникших без вісток і опознанні, при усталюванні особи. У якості матеріалу для аналізу – відео з мобільних телефонів, камер назирання і документи, які ідентифікують особу. Так почастилися випадки, коли люди, які пересікають межу, пред'являють подробні документи. Назначаются два вида экспертиз. Это техническая экспертиза документов по установлению подлинности того или иного документа. И для установления личности проводится судебная портретная экспертиза. Что касается лиц европеоидной расы, здесь гораздо проще. Здесь спектр методов, которые реализуются при проведении экспертизы, он большой. Что касается монголоидной и негроидной расы, с чем мы сталкиваемся при пересечении границы данными гражданами, то при проведении экспертизы сложности мы сталкиваемся с тем, что характер изменения признака внешности еще до конца не изучен. Усі унесені зміни у документ можна визначити при допомозі спеціального мікроскопа, а так само спеціальної комп'ютерної програми, у якої є узори усіх пашпортів світу. До речі, не завжди документ зміняється цілком, зустрічається і часткова підробка. Графічні редактори допомагають при інших видах експертиз. Что касается портретного исследования, то здесь при сравнении используются графические редакторы любые. В основном это Photoshop. То есть методы совмещения, наложения, исследования биологической симметрии и различные специфика. Неумисне унесення графічних змін у фотоздимок може викликати некоторые питання. В последнее время на исследование к экспертам поступает фотоизображения, чаще всего женские, которые содержат изменения внешности. Чаще всего редактируются такие черты лица, как нос, уши, увеличиваются губы и глаза. Путем проведения сравнительного исследования, несмотря на ряд внесенных изменений, специалист устанавливает характерные признаки, которые присущи данному человеку. Чаще всего можно говорить, что всплеск наблюдается в период проведения крупных международных соревнований, чемпионатов, когда наблюдается приток большой туристов и иностранные граждане пересекают границу. Євгенія Мороз, Олександр Сівіцький, телерадіокомпанія «Брест».